Ай, бала деле тажайт, уялсың бұл ушыл ойыншықтан. Елімді дейді я? Ойыншық емес. Эй. Жарықтың башаты. Жөнч. Менен да сый бұлсағасың. Қиыраттың. Он несет в себе неповторимый образ художника с высоким пониманием творческой и нравственной чистоты. 5 букв его имени, 5 12-летних циклов жизни, 5 его основных фильмов словно сошлись во временном потоке, образуя важный момент осмысления. Сочетание в характере не сочетающихся, казалось бы, качеств, как наивность и жесткость, критичность и безоговорочная вера, тонкое восприятие и суровый нрав, пылкое сердце и хладнокровие в принятии решений, а также умение контролировать все эти антиподы качеств позволили развить в нем самодисциплину воина, монаха, художника. Селькинчек, Бешкемпир и Маймыл – эти картины Актана сформировались в единый исповедальный цикл его воспоминаний о детстве, отрочестве и юности. Это кинотриптих с общим названием «Я вспоминаю», как амаркор знаменитого итальянского кинорежиссера Фредерико Феллини. Если художник искренен, то в его работах, даже вопреки его воле, непременно отразится эпоха в наиболее характерных чертах. Можно с уверенностью говорить, что в художественном кинотриптихе «Я вспоминаю» отразилась эпоха октановских 70-х или эпоха воспоминаний и впечатлений Актана. Даже после стольких лет его выхода на экраны фильм «Селькинчек» смотрится на одном дыхании. В чем же его уникальность? Жизнь этих героев в картине аутентична, пожалуй, даже архаична и протекает в счастливом неведении от всего, что происходит в мире. Эта картина, как порыв весеннего ветра, обдает стремительным потоком искренности простых чувств, что невольно хочется вздохнуть и улыбнуться. И что главное, она заряжает людей какой-то ничем не сокрушимой энергией и духом этого маленького чубастого мальчика, который не побоялся бросить вызов взрослому видному моряку и, потерпев поражение, не сдался и сохранил в сердце свою первую любовь к девушке-топольку. Концепцию следующего фильма Актана «Бешкемпир» можно обозначить как внезапное осознание своей биологической чужеродности и через горечь потери приобретение родства душ. Он черно-белый, как и Селькинчек, но в нем есть редкие вкрапления цветных кадров, как обозначение внезапных всплесков ярких моментов воспоминаний. Лента сделана по принципу кыргызского лоскутного одеяла «Курама тёшук». Когда человек умирает, по обычаю раздают лоскуты всем, кто пришел проститься. Каждый кусочек ткани олицетворяет память об умершем. «Мой фильм – единое полотно коллективной памяти кыргызского народа», – говорит Актан. Фильм рассказывает о событиях вне времени и лишь условно обозначая место действия, но история автобиографична. Чувство искреннее, мораль выстраданная. Концепция фильма «Маймыл» – это драма о юноше, который считал себя похожим на обезьяну и мечтал стать красивым человеком. Это уже цветной фильм с более точными деталями обозначения места и времени. В нем уже есть железная дорога, как намек на путь в большой мир, и отдельное бетонное строение, как обозначение небольшого городка. Можно сказать, что это еще не город, но уже не аил, ПГТшная история. Но в фильме есть особенная притягательная магия, некий подсознательный эффект юности. Это состояние, которое можно сравнить с тихим, но верным нарастанием возбуждения,
и ты вдруг не замечаешь, как полностью входишь в картину. Посмотрев фильм, зритель будто бы сам оказывается на месте этого юного героя, который начинает постигать простую истину, что красота – это понятие условное. «Селькинчек» – это фильм-исповедь. Сюжет его прост и линеен. Мальчик впервые познает боль расставания. Новые чувства беспомощной ревности терзают его хрупкую душу. Видя в ракушке, привезенной моряком, причину крушения своего мира, мальчик крадет ее, бежит с ней к глиняным предгорьям. Но герой не уничтожает ее, а оставляет на вершине холма. В этом есть акт преклонения зарождающейся чувствительной натуры героя перед тем, что пока еще не осознано им, но приводит в трепетное восхищение своим совершенством. Именно этот акт восхищения перед таинством красоты открывает в нем творческое начало. История Бешкемпира тоже рассказана линейно. Узнав, что был усыновлен, герой начинает чувствовать себя изгоем в своем родном селе. И он задается вопросами: если вмиг все вокруг может стать чужим, то кто же тогда я и как жить дальше? Смерть бабушки и откровение отца интегрируют его заново в свою среду. Поколебленный мир становится зеркалом в руке девочки, что так нравится герою. Благодаря возвышенному восприятию души героя мы окунаемся в пронизанную гармонией и светом атмосферу детства. И эта тонкая чувственность поднимает картину Октана до уровня шедевра мирового значения. Сюжет третьей картины «Триптиха» «Маймыл» тоже предельно лаконичен. Это жизнь обычного юноши после окончания школы до ухода в армию. Я любовь и девчонку свою, вы постойте, а я поищу. Его отец, опустившийся алкоголик, якшается с такими же, как он, пьянчугами в поисках водки. Он оставляет без внимания детей, бьет жену и разрушает семью. Когда, устав от постоянного пьянства, мать решает уйти от мужа, Маймыл остается с отцом. Однако отец не делает выводов. Пьяные дружки, карточные игры – все повторяется с той лишь разницей, что теперь это происходит у них дома. Когда же Маймыл приходит к своим сверстникам, те все еще играют детскую игру «Ирис-кис-кис». Он чувствует себя внезапно прозревшим среди слепцов, все еще пребывающих с завязанными глазами. Жизнь здесь представляется герою бессмысленным вращением в водовороте повседневной суеты. Единственный выход из этого замкнутого пространства – уйти в армию. И в финале поезд увозит парня из привычных мест в неизвестность. Этим триптихом автор словно говорит: только поток жизни в ее многообразии может принести радость бытия. И все же, говоря о сюжете, нужно иметь в виду, что для Октана, исповедующего чувственное кино, огромное значение имеет настроение картины. Сюжетная линия – это лишь возможность полноценно сопереживать герою. Среди других кинематографистов Октан выделяется умением искусно перенести момент прекрасного на экран. Осязаемые ощущения и тонкие вибрации со всей реальностью возникают при взаимодействии с его фильмами.
От просмотра каждого фильма из его триптиха всегда остается некое послевкусие настроения. Большую роль в стилистическом решении картин Актана играет камера, которую управляет постоянный оператор Актана Хасан Кадыралиев, мастер своего дела, про которого Актан всегда говорит «это мои глаза». Благодаря его камере фактура Селькинчека кажется чем-то воздушным, эфемерным, неумолимо ускользающим, словно ожившее полотно импрессиониста. Как скупое хайку, твердь голой земли, как минималистская архитектура силуэта побеленных известью отрешенно-сизых деревьев, как терракотовая графика, шершавость глиняных дувалов, теплота цветастых одеял, волнительность чуйника на окраине села. Эти стилизованные под документальные сцены Селькинчека при всей своей суровой неуютности все же не создают ощущения натурализма. Реальность происходящего на экране очевидна настолько, что буквально кожей чувствуешь первое дуновение весны от пронизывающего ветра в этой похожей на оголенную душу местности. В Бешкемпире мир героев становится уже обетованным. Фильм начинается цветными кадрами обряда усыновления младенца. Они составляют визуальную сакральность картины. Господство чистых и ярких красок, магия древних обрядов, словно неторопливое шаманское камлание, очаровывает с первых же секунд просмотра. Потом изображение становится черно-белым, не теряя при этом поэтичной чистоты стиля. Визуальная возвышенность кадров рождает особенное восприятие, словно кажется, что это ты вместе с озорниками вымазываешься в грязи и чувствуешь на лице потрескавшуюся маску засохшей глины, и в воображении возникают образы японского театра кабуки. Если проанализировать отношение Актана к стилю картин в триптихе, то первая картина «Селькинчек» – черно-белый фильм. Потом в Бешкемпире вкрапливается цвет, как эмоции, воспоминания, а «Маймыл» – это полностью цветной фильм. Казалось бы, атмосфера «Маймыла» должна быть полна движения, ярких красок жизни, но наоборот, создается ощущение утомленности песчано-рыжим зноем. Как говорит сам Актан, «Маймыл» – это выгоревшие цвета моей юности. Однако в той или иной степени цветовая насыщенность присутствует в отдельных кадрах, детали которых носят аллегорическую функцию. Так красный флажок на дрезине путейщиков играет контрастом по сравнению с полинявшими на солнце красками ландшафта. Позже, когда этот флаг разрывается, мы понимаем, что это символ крушения советской эпохи. Диспетчер железных дорог Катя поливает красные герани, но когда мы видим большое родимое пятно на ее прекрасном лице, создается ощущение, что эти яркие герани служат неким контрастом соединению уродства и красоты. В ключевой сцене объяснения отца с сыном они сидят на голой железной кровати. Отсутствие привычных одеял на ней служит контрастом сиротства, в котором очутились отец с сыном, и былого семейного счастья. Снимая кино, Актан как бы заново проживает свою жизнь. Он максимально искренен в своих переживаниях, и вместе с этим остается ощущение чего-то недосказанного. Главный протагонист трилогии появляется сначала в образе мальчика, потом отрока и юноши. Сын Актана, Мирлан, сыгравший в этих 3 фильмах главные роли, становится своеобразным альтер-эго режиссера, с помощью которого ему удалось с обнажающей искренностью раскрыть свою душу. Точно так же отодвинулся на одну.
Интересна внешняя трансформация героя в этих фильмах. Если в «Селькинчеке» мальчику 9 лет и его чубчик смотрится органично, то в «Бешкемпире» детский чубчик у 13-летнего подростка, а также его яркий атласный тумар вселяют в облик героя отпечаток затянувшегося детства, как символ ожидания перемен. И они происходят, заставляя героя повзрослеть. Ибо, по словам Артура Миллера, там, где начинается выбор, кончается невинность. В картине «Маймыл» внешний вид героя уже ничем не отличим от окружения. Все юноши его круга подстрижены наголо в ожидании армии. Даже его талисман не создает ощущения дискомфорта. Тумар Маймыла стал задубелым, кожаным, он почти слился с хозяином. Причина в другом. Герой на пороге физиологического созревания, страстно жаждущий любви, видит себя некрасивым. Это несоответствие внутреннего «я» с его внешним отражением и является причиной страданий героя. Ну чё, кончил? Вся, бензин. Ой, не могу. Аривидерчи, мальчик. Бензин. Кончил. Образ Маймыла завершает собой развитие героя. Поезд уносит его, возможно, в те края, откуда моряк принес диковинную ракушку. Но теперь герой воспринимает мир не таким притягательным, как раньше. Он видит, что взрослая жизнь может оказаться беспросветным дурманом, как у отца, или бесцельной суетой, как у путейщиков. И это новое восприятие взрослой жизни наполняет картину ощущением зыбкости и неуловимости прежнего идеала. В фильме «Селькинчек» 9-летний мальчик любит юную девушку, Тополюк. Качели здесь – символ детского интуитивного эроса. Но на смену ему появляется другой эрос, нездешний и взрослый. Его экзотическая магия безусловна. Как магнит она притягивает к себе внимание девушки-тополька. И теперь эрос качели остаются без внимания, а мальчик лишается возлюбленной. Она становится недосягаемой, потому что герой еще совсем ребенок, а девушка, встретив моряка, понимает, что повзрослела. В Бешкемпире пока еще в виде игры эрос-секс проникает в умы подрастающих мальчишек. Преисполняясь непонятным им пока еще томлением, они подглядывают на смутно манящие груди на большом теле женщины с пиявками. Прокатить любимую на велосипеде для местных ребят становится своего рода невинным символом эротического овладения девушкой. Вот она сидит перед тобой, почти в твоих объятиях, и с упоением невзначай касаешься ее плеч, ловишь в потоке ветра запах ее волос, слышишь ее восторженный голос, чувствуешь ее дыхание. Когда Бешкемпир рассматривает с интересом свое взрослеющее тело, в комнату залетает Удот, и внезапно кадр озаряется цветом, который так кстати подчеркивает яркую вспышку, мимолетную прелесть этих воспоминаний. Но эрос-любовь уже проходит по цветущему саду мыслей главного героя в образе нескладной угловатой девчонки. В Маймыле эрос-секс превращается в навязчивый поток аллегорий, начиная от прыщей на лицах, похабных картинок и заканчивая грудастой разбитной девицей по имени Зинка. Мы видим, что Маймыл безответно влюблен в русскую девушку Вику, но срывает украденный поцелуй у одинокой диспетчерши с безобразным родимым пятном на лице. А свой унизительный опыт эякуляции он познает с проституткой Зинкой. По накалу эротического напряжения Маймыл Октана можно сравнить с украденными поцелуями Франсуа Трюффо. Антагонист Селькинчеки – это демобилизованный моряк. В
Все в нем не от здешнего мира и так превосходно по сравнению с мальчиком. Он уже взрослый, побывал в неведомых краях. Его морская форма резко выделяет его среди остальных жителей села. И тут уже не нужно никаких слов, чтобы понять, что в противостоянии с ним наш герой лишь беспомощный мальчишка. В Бешкемпире антагонист представлен в образе друга. Ревность, обиды, соперничество – все это воспринимается намного острее, потому что это первый опыт борьбы подростков за внимание и любовь. Так, во время драки из-за девочки, нравящейся обоим друзьям, герой узнает, что был усыновлен. Зеркало на подоконнике в доме Маймыла – своеобразная формула отражения антигероя. Им является вечно пьяный отец. Пытаясь бриться после ухода жены, он смотрится в это зеркало. Отец юноши не выдерживает своего отражения и переворачивает его. Но в начале фильма в это же зеркало смотрится, корча рожи, сам Маймыл, и мы видим, насколько ему не нравится свое отражение. Именно он, а не кто другой, видит себя обезьяной. И именно его неприятие себя таким, каков он есть, является движущей силой внутреннего конфликта. Образы в фильмах Актана, несмотря на то, что они прошли сквозь сито отбора его визуальных пристрастий, в кадре они выглядят органично. Каждый персонаж в фильмах Актана имеет свою особенную значимость и наполненность. Исполняя свою функцию в фильме, они создают определенные подпорки для развития главного героя. Эти, незамысловатые на первый взгляд, сценки из сельской действительности Селькинчека, входя в сложную звуковизуальную ткань картины, они становятся неотъемлемой частью поэтических типажей в творческой копилке режиссера. В Бешкемпире, напротив, люди подвижны, они живут полной жизнью, вращаясь по кругу мирских забот и в тесной связи с традициями рода. Это мир тесной социальной взаимосвязи людей друг с другом. В таком окружении, даже вдруг став одиноким, подросток не будет чужим. Образы в фильме «Маймыл» – это типажи, уже потерявшие свои ценностные ориентиры. Разлагающееся общество маргиналов, потерявшее некогда привлекательную идеологию социализма, разобщенность с нарушенными традиционными устоями. Местность в этой картине заселяет люди без корней, словно привыкшие жить одним днем. Кажется, что именно в таком бездушном обществе должен случиться пожар, как катарсис. Ты думал, что он ушел? Ты поэтому стал пить. В потоке типажей Актан не старается выбрать броское, яркое, а предпочитает правдивое, потому что для режиссера важно наполнить фильм этими своеобразными лицами, причудливыми, странными, которые выражают его мир и внутреннее состояние. В Селькинчеке блаженство бессознательной детской влюбленности раскалывается так же, как мир вокруг. В душе маленького героя поселяется смятение и осознание своей беспомощности. Беспечный рай становится изображением, образом, запечатленным на дне души мальчика, а их весеннюю рощу заполняет стадо коров. Камера сверху следит, как неторопливо животные бредут между деревьев, словно отрезая мальчику путь в этот рай наивного целостного бытия. В Бешкемпире продолжается тема попирания наивного детского начала, животной неотвратимостью материального мира. Но это уже миф не о рае, а о земле. А земля – это обетованная, с любовью хранимая Богом в гармонии и покое. И именно в этом мире герой внезапно становится чужим.
Как оборвавшееся веретено происходит момент отчуждения Бишкемпира с этим миром. И бабушка осознает это и делает все возможное, чтобы снова соединить концы. В этом смысле похороны бабушки становятся кульминацией воссоединения. Через боль потери близкого человека Бишкемпир учится принимать это общество во всем многообразии несовершенного совершенства. В третьем фильме триптиха, в Маймыле, болезненное ощущение героем своей некрасивости отсылает нас еще к древнегреческому мифу о хромом и некрасивом боге, кузнеце Гефесте, которого мать, богиня Гея, выбрасывает с Олимпа. Здесь также исподволь проступает миф исхода. В Селькинчеке показана похоронная процессия. Черные силуэты мужчин несут покойного на общем плане сквозь белые, колышащиеся волны сухого чия. Смерть здесь предельно эстетизирована и превращена в визуальный символ прощания. Бишкемпир – это кладезь киргизских обрядов, базовые эпизоды фильма «Рождение и смерть». В прологе фильма Актан показывает 5 старух, которые исполняют ритуал усыновления. В этом действии сосредоточен древний смысл обряда, который по значению равен новому рождению и принятию младенца в другую семью. Так, двигаясь от ритуала к ритуалу, от традиции к традиции, постепенно развивается действие фильма. Каждая значительная сцена разворачивается на фоне традиционной жизни. И завершается фильм ритуалом, который окончательно интегрирует подростка в общество. Во время похорон бабушки, исполняя волю умершей, Бишкемпир становится ее душеприказчиком и символическим продолжателем рода. В картине «Маймыл» автор сознательно отказывается от ритуалов и воссоздает псевдоритуал, отражающий предчувствие крушения Советской империи. Эпоха Советского Союза – это время, когда выбивались национальные традиции, вследствие чего терялась органика самого народа. Результатом этого становится появление несуразного героя в образе юного Маймыла с его здоровым телом и болезненным восприятием себя и мира вокруг. Маймыл – это новый миф ритуалов. Так железнодорожники ремонтируют пути, при том, что все общество становится беспутным. Процесс забивания косяка тоже становится неким обрядом одурманивания и искажения психики людей. В каждом произведении Актана предметы и животные имеют свой особенный смысл. Через их образы полнее и глубже раскрывается суть его картин. В Селькинчеке дети играют белой мышью. Это придает фильму естественную легкость течения их жизни. А когда мальчик избивает юродивого, то у него выпадает мышонок. Это символизирует то, что его белая душа покидает тело, и юродивый умирает. Еще одним эротическим символом является диковинная морская ракушка, наполненная неведомым шумом моря, которое очаровывает всех, включая девушку-тополек. Мир Бишкемпира насыщен неуловимой поэзией повседневности, и предметы быта здесь несут в себе символическую, смысловую нагрузку. Зеркало – еще один повторяющийся символ фильмов Актана, близкий и одновременно очень таинственный. В Бишкемпире Актан, чтобы показать состояние души или желание своего персонажа,
использует метафоры с многочисленными птицами. Так удода можно интерпретировать как внезапное ощущение героем красоты и хрупкости его мира. В Маймыле присутствие животных представляет собой ассоциативный элемент фильма, поскольку этот животный мир подтверждает экзистенциальную закономерность поведения людей. Эмоционально действенным оказывается появление гогочущего гуся, который резко обрывает сцену нездорового интереса юношей к пышным формам спящей Зинки. Вот еще жук, которого сестренка засовывает за шиворот Маймылу, чтобы подшутить над старшим братом. Благодаря этому насекомому мы становимся свидетелями редкого счастливого вечера в семье. Лягушка же играет роль антипода жуку. Тот же двор, который недавно был полон смеха и радости, сейчас опустел, и лягушка еще больше подчеркивает ощущение пустынности и одиночества, захвативших этот дом. Огромный бык, появляющийся в фильме, кажется символом мало поддающейся укрощению животной страсти. Эта смутная сила необузданной похоти словно во сне вторгается уже в само пространство героя. В Маймыле рифмуются такие символические образы, как игра в нитки, осколок зеркальца на кедах, тумар. Все как будто продолжение Бешкемпира, но уже с несколько иной смысловой нагрузкой. Но в целом эти предметы у Октана не просто игра с символами или операторский трюк, а стилистический прием режиссера, позволяющий прежде всего углубить образ героя и усилить визуальную символику его картин. Я появился на свет в семье Абдыкалыковых. Один из 7, 4-й по счету, годовалым был усыновлен в другую семью. Я благодарен отцу Арымбеку и матери Санун, родивших меня на свет. Но если я чего-то достиг на этом свете, то благодаря отцу Кубату и матери Ракии, воспитавших меня. Говорят, жизнь умерших продлевается, пока их помнят, пока произносятся их имена. Я, Абдыкалыков Октан Арымбекович, переименовываю свою официальную фамилию и принимаю фамилию традиционную, исконную. Теперь я именуюсь Октан Арым Кубат и посвящаю свою будущую работу своим истинным родителям, ныне покойным, отцу Кубату и матери Ракии. Октан говорит, что, проживая, он накапливает переживания, которые становятся потом эмоциональной основой своих фильмов. Если в кинотриптихе «Я вспоминаю» он снимал сына, то здесь, в 2 последующих фильмах «Свет Оке» и «Кентавр», Октан не хочет имплантировать свое сердце другому актеру, и все переживания героя воплощает сам. Октан здесь апеллирует не к истокам своего прошлого, а к мудрости, накопленной с годами жизни, к знанию человеческой природы и логики устройства мира. Изначально фильм должен был называться «Свет». Имеется в виду прежде всего свет электрический, но Октан в это слово закладывал намного более широкие философские понятия. Именно искренность и обращение к себе помогли Октану в очередной раз раскрыть его концептуальную идею языком кино. И была найдена особенная форма – образ сельского электрика по прозвищу Свет Оке. Главный герой – это сельский электрик с сердцем Октана, который своим существованием словно говорит «Я несу людям свет». Мы перестали понимать Бога. Эта тема продолжается с еще более горькой очевидностью в «Кентавре». Здесь уже сам герой становится объектом ломки сознания. Кентавр вынужден наступить на горло своей вере и облачиться в арабские одежды.
Для общества же его новые одежды обозначают, что он встал на путь истинный. На самом деле его облик – это колоссальное насилие над своей душой. Главный герой, кентавр, всем своим существом словно говорит: «Я хочу испытать восторг полета. Я все отдам ради этого мига слияния с моим Богом. Но кто мой Бог?» В фильме «Свет Оке» некий бизнесмен и политик приезжает из города, чтобы купить голоса избирателей для места в парламент. Глава сельской управы Есен предупреждает старцев о его грязных намерениях, но потом он умирает от сердечного приступа. Нечистый на руку политик Бекзат заменяет его неуклюжим родственником Мансуром. Бекзат собирается продать китайским инвесторам исконные земли своих предков. Он с почестями принимает гостей и устраивает в честь них эротическое шоу. Тем самым Бекзат оскверняет самые сакральные традиции своего народа, бесцеремонно и извращенно обнажая их перед своими инвесторами. Единственное, что может сделать Свет Оке, чтобы противостоять этому мракобесию, это пойти и в знак протеста вырубить свет, который значит для него жизнь. Примечательно, что в начале фильма показывается кыргызская игра в кёкбөрү – козлодрание, где по правилам всадники соревнуются за обладание козлиной тушей. В конце же фильма игра приобретает извращенно-варварские формы – человекодрания. По приказу Бекзата конники издеваются уже над электриком Свет Оке и полуживого выбрасывают в реку. Сюжет «Кентавра», как и всех фильмов Октана, тоже линеен. В лунную ночь под носом у вооруженных охранников у богатого бизнесмена Карабая пропадает самый лучший скакун. Но каково же удивление, когда вором оказывается никто иной, как родственник Карабая, вполне себе тихий и скромный человек по прозвищу Кентавр. Так начинается драматическая история об этом странном кентавре. Ответ на вопрос, зачем он так поступал, является движущей силой всего фильма, который, в сущности, затрагивает серьезные темы о поиске Бога и человеке, отчаянно борющемся за сохранение традиций своего народа. В финале фильма кентавр умирает. Это своеобразная жертва режиссера своим героям, его недосмысленное послание. Хватит нам пребывать в полуживотном состоянии. Пора становиться людьми. В двух последующих фильмах Октана «Свет Оке» и «Кентавр» кажется, что сам стиль режиссера парит в общем течении жизни. Автор будто сознательно выхолащивает из этих картин стильность, боясь заформализовать ее и тем самым совершить визуальный демпинг своим же образом. Светлая горечь рассказа в этих двух историях все так же насыщена яркими образами, но размеренность повествования здесь намного шире, глубже и взрослее, чем в предыдущих фильмах. Время притч прошло. Есть свет Бога и есть тьма сердец. Есть ощущение полета и есть рабство души. Есть Бог и догма веры. И выбирать придется каждому из нас, словно говорит Октан этими картинами. Герой «Свет Оке» и «Кентавра» находится в возрасте и состоянии, которое можно обозначить словами Данте Алигьери. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Свет Оке – обыкновенный сельчанин, но в то же время он нужный в селе человек, чинить электричество, помочь ребенку спуститься с векового тополя или просто поговорить по душам. Свет Оке живет по неписанным законам справедливости. Если, прокрутив назад счетчик, он может помочь старику выжить на его скудную пенсию,
он, не колеблясь, сделает это. Неунывающий электрик с открытым сердцем привносит в быт жителей этого селения не только электрический свет, но и свет любви. И в «Свет-Оке», и в «Кентавре» особая боль героев Октана связана с продолжением рода, как символом продления собственного «я». Если в «Свет-Оке» у героя не было сына, и именно это составляло основу его беспокойства, то у Кентавра есть сын, но он не может говорить. Эй, Нурберди, қашан сөйлейсің я? В этом моменте прослеживается последовательность режиссера и в отношении к слову как к символу. Так молодой режиссер Октан, презиравший ложь и людское пустословие, героине своего дебютного фильма делает бессловесную собаку. Мальчик, подросток и юноша в его первом триптихе тоже говорят очень мало, но в «Свет-Оке» его герой становится более словоохотливым, а в «Кентавре» он сам произносит большой эмоциональный монолог. В обоих фильмах Октан оставляет надежду на всепобеждающую силу света и веры. Мы видим, как в финале «Свет-Оке» от самодельного ветряка загорается лампочка, как в «Кентавре» наконец-таки прорезается голос у маленького Нурберди. Одна из любовных сцен в картине «Свет-Оке» – это наполненная нежностью сцена купания в тазу. Мы видим эту пару в той точке их отношений, когда любовь давно устоялась и перешла в более глубокую стадию, сделав Свет-Оке и Бермет родными друг другу. Но от этого чувственности между ними не убавилось. Взгляд героя, затем панорама по мокрым следам на полу и две пары голых ног у шкафа. Эти простые и волнительные кадры сродни томительной поэтике самой эротической части сдержанного Ветхого Завета – песни царя Соломона. Сердце Кентавра разделено между двумя женщинами – немой женой по имени Марипа и улыбчивой продавщицей Максима Шарапат. Стремясь душой к одной, он также полон сострадания и ответственности перед другой. Ни одна из этих женщин не становится той, единственной, но каждая по-своему разбивает сердце Кентавра. В сцене признания Шарапат в любви к Кентавру может показаться, что герой не находит в себе силы, чтобы стать счастливым самому и подарить счастье этой влюбленной женщине. Но, видя себя как воплощение в своем немом сынишке, он не хочет тревожить его чувства и ставит на жертвенный алтарь свои. И он уходит, не ответив на признание Шарапат. Не потому, что она ему не нравится, а потому, что его внутреннее благородство не позволяет ему сделать этого. В смысле добровольного отречения от любви ради душевного благополучия своих близких эта сцена полна драматизма. Свет-Оке мечтает поставить ветряки на склонах гор, где сильные ветры могли бы обеспечить бесперебойным электричеством все его родное село. Но его мечта оказывается никому не нужной. Все словно свыклись с жизнью в темени невежества, в подчинении бездушным чиновникам, распродающим их исконные земли. Противоборство героя с ними составляет движущую силу истории. Аллаху Акбар. С религией у Кентавра отношения сложные, такие же, как у всех людей, чье сознательное становление как личности пришлось на Советский Союз. Кажется, он балансирует на грани святотатства. В бывшем клубе, что теперь является мечетью, во время молитвы Кентавр идет в кинобудку и ставит киргизский фильм «Красное яблоко». И это все в стране, где процесс исламизации растет с геометрической прогрессией. А его наивный герой верит в дух Камбар-Ата, в то, что кони для кыргыза – это его крылья. «Так что же мы творим с нашими крыльями?» – вопрошает Кентавр в своем монологе.
Фильм с обнажающей очевидностью констатирует, наше современное общество – это не что иное, как кентавры, полулюди, полуживотные. И в этом хаосе наш герой хочет стать человеком, ищет своего бога. Не скупиться на сатиру Октан в раскрытии своих типажей. Американизированные бизнесмены, ну вориши, с черными очками, на черных джипах, в ковбойских шляпах. Арабизированные исламисты, давачи, в белых шапочках и одеяниях. Афганизированный конократ, лошадиный террорист в пуштунке и с волчьим взглядом. Это предельное художественное обобщение человеческих черт характера в индивидуальном облике героя поражает своей точностью в деталях. Seninçe Güyön ойнош kütüvaltır. Образ – это та художественная категория, которую мы рассматриваем с точки зрения авторского мастерства. Да, можно не любить таких Садыров, Карабаев, Бекзатов, Мансуров в жизни, но в кино мы восхищаемся мастерством Октана, создавшим такие характеры. Образ Светаке держится на древнейших кыргызских архетипах. Его оптимизм и расторопность отсылают нас искать корни в мифах о народном герое Апенди. А его сердобольность, желание помочь каждому существу, даже в ущерб себе, эти качества берут свое начало от предания о народном печальнике Асане Кайгы. Светаке имеет и глубокие мифологические корни. Так его можно сравнить с полубогом Прометеем, приносящим людям свет просвещения и обреченным за это на вечное страдание. Название фильма «Кентавр» дает прямую отсылку к древнегреческой мифологии. Так мы можем сразу же вспомнить миф о диких смертных существах, полулюдях, полуконях, чей образ мог возникнуть в древности как плод фантазии представителей народов, не знавших верховой езды и впервые столкнувшихся с конными всадниками неких кочевых скифских племен. Ритуал для Октана, наряду с светом и звуком, это материал, при помощи которого он создает свои фильмы. В Светаке есть сцена развязывания верблюда. Таким было развлечение древних богатых кыргызов, которые играли на несчастьях бедняков, унижая их гордость. Видимо, с тех пор мало что изменилось. Нахождение же верблюда в юрте, в этом сакральном для кыргызов помещении, острее показывает проблему осквернения традиций, привносит в понимание обрядов кочевников некую эклектичность. Еще один пример эстетической трансформации ритуала – тема изгнания. Кентавры выгоняют из села, то есть от него отрекаются все. Но этот эпизод показывает, сколь отстало и несовершенно наше общество, которое само поощряет животное начало в людях, губя всяческие проявления человечности. Есть символы Октана, которые, зародившись в ранних его картинах, продолжают жить и развиваться в других. Классичность его образов определяется цитируемостью, а цитатами октановских фильмов перекликается уже не одно поколение кыргызских, да и не только кыргызских кинематографистов. В картине «Светаке» ослы – это символ глупости и невежества людей. Как только отключается свет, на улицах появляются ослы. Октан словно говорит этими кадрами, что без света и веры мы превращаемся в животных. Другой символ – деревья. Те же самые карагачи, что были в Селькинчеке, здесь, в картине «Светаке», уже величавые и могучие, но все так же держатся своими мощными корнями за сухую землю Кокмайнока.
Это символ полноты взрослой жизни, в которой находятся Бермет и свет Оке. Образ высоты можно увидеть и в электрических столбах. Свет Оке понимает и чувствует эти столбы. Они несут на себе провода, по которым передается свет. Мы видим, как он слушает гул проводов вместе с мальчиком, прислонившись к столбу. И в этом можно увидеть символ преемственности. Возможно, потом этот мальчик станет носителем света. Есть еще много других символов сознательных авторемейков. Так, например, извечные коровы, снятые с верхней точки. Теперь, в свет Оке, они идут по мосту, а навстречу им сигнале нетерпеливо едет джип Бекзата. В этом кадре прочитывается довольно ясно послание эзоповой сатиры Октана, что в момент перехода, когда общество бредет словно стадо животных, пытаясь найти свой путь, находятся такие чиновники, которые в угоду своих интересов идут напролом, создавая хаос вокруг. Символ клуба, как и образ храма в фильмах Тарковского, тоже является узловым в творчестве Октана. Теперь клуб пуст. Или разорен, или перестроен. А что делать, если кино в его душе? Если кино – это его Бог? Октан говорит этим символом, что только образованный, культурный человек может постичь Бога и стать человеком. В этом смысле угроза разрушения культурной памяти имеет катастрофические последствия. А отобранные клубы, где поколения Октана смотрели фильмы в детстве – это наша память, наши запечатленные в душе ценности. Как Тарковский любил снимать воду и дождь, так Октан с особенным пиететом относится к ветру. Ветер – стихия воздуха, будто прирученная Октаном, всегда присутствует в его фильмах, создавая кинематографическую атмосферу и настроение. Ветер как воздух в фильме и ветер как предвестник перемен. Кроме мерцания пленки, потоками ветра Октан создает дыхание кадра. Он словно художник, который рисует ветром. Творчество Октана базируется на закваске импрессионизма в живописи и итальянского неореализма в кино. Можно говорить бесконечно о фильмах Октана. В них сконцентрировалась квинтэссенция человеческой жизни, объемля метафизичность человека от рождения до смерти через призму его живой души. Несмотря на то, что творчество Октана принято по всему миру, здесь, на его родине, вокруг него какое-то странное ревнивое молчание, как дымка, окутывающая нашего режиссера. Его фильмы показывают в школах Франции. Его имя в списках лучших кинематографистов мира. Так совсем недавно в Южной Корее вышел в свет каталог, в котором названы 100 лучших азиатских фильмов и режиссеров всех времен и народов. От Кыргызстана в этот список вошли Таламуш Акеев и Октан Арым-Кубат. А здесь, на своей родине, его имя окутано туманом равнодушия. Ему подражают, ему завидуют, его критикуют, считая режиссером, спекулирующим на этнике и негативном показе наших традиций. И он словно вынужден всей своей жизнью и творчеством оправдываться. Быть может, потому что его имя Октан? Тем не менее, Октан является лидером и реформатором кыргызского кинематографа. Октан не принадлежит ни к одному из множества течений. Он не вышел ни из какой школы. Он создал свою собственную школу, и поэтому его можно назвать самобытным мастером. Октан говорит, что у него нет никакой теории, как делать кино. Кажется, будто не он выбирает фильмы, а фильмы выбирают его. Сам сюжет приходит к Октану, вторгаясь в его жизнь и бередя его душу. Bakkan жоқсың ба? Жоқ. Азыр ішеміз. Маған жәрдем беріп қой, Свет Оке, Кентавр, каждая картина имеет свою четкую концепцию и логическую завершенность. Но все же в связке друг с другом эти два фильма оставляют ощущение незавершенности, недосказанности.
В строю октановских фильмов появляется пустующее пока энергетическое пространство для будущего фильма. И эта энергия приковывает к себе внимание, заставляя строить догадки, каким же будет новый фильм Октана. Итак, 5 фильмов Октана. Полиптих это или 2 триптиха. Ближе по сердцу разделить их на 2 триптиха. Первый полный триптих с общим названием «Я вспоминаю», и второй, неполный пока еще, назовем «Я проживаю». И завершая на этом сказ о творчестве режиссера, хочется добавить лишь одно слово – переживание. Это то основное чувство, которое можно назвать квинтэссенцией октановского киносуществования. Это тот внутренний двигатель, который создает из режиссера истинного художника-творца. Без глубоких переживаний Октана не было бы его фильмов. И поэтому, классифицируя его основные фильмы в 2 триптиха, назовем их так, как говорит сам Октан. Я вспоминаю, переживаю. Я проживаю, переживаю.